Это актуальное интервью в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Национальные проекты – инструмент социально-экономического развития государства, призванный вывести приоритетные отрасли на новый уровень. Под национальными проектами поднимаются комплексные программы, имеющие общенациональную значимость и требующие масштабных вливаний государственных средств. Мы сегодня поговорим о реализации национальных проектов в строительной отрасли республики. Гость у нас в студии Павел Колочанов, министр строительства республики. Павел Павлович, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте напомним нашим телезрителям, какими национальными проектами занимается Минстрой Республики. Министерство строительства активно реализует национальные проекты. Мы участвуем в 5 национальных проектах. Это культура, здравоохранение, образование, демография и жилье и городская среда. Непосредственно по жилью и городской среде у нас два основных показателя. Это ввод жилья и количество граждан в лучших жилищных условиях. По оставшимся, по другим национальным проектам у нас ведется строительство, и мы в этой части помогаем отраслям достигать тех показателей, которые поставлены в рамках национальных проектов. Это строительство, ввод объектов в эксплуатацию. Скажите, а какие крупные объекты будут сданы в этом году? Если смотреть, у нас сегодня реализуется 40 проектов по строительству объектов в рамках национальных проектов. В этом году мы должны ввести 17 объектов. Самый крупный из них он идет по линии здравоохранения. Это онкологический диспансер. Помимо этого, в рамках программы по модернизации первичного звена здравоохранения у нас строятся объекты здравоохранения в районных центрах. Это село Хану, это у нас Кёль, это Чурапча, это Усьмая. И помимо этого еще в этом году мы начали новые проекты в городе Вилюйске. Должны начать в Нюрбе, в Майе, в Амге, в Намцах, в селе Ильгай Сунтарского района. Должны приступить к реализации в Верхневилюйском районе, поэтому количество объектов у нас достаточно. Если говорить про объекты образования, у нас помимо того, что мы работаем в центральной части, в городе Якутске, будут крупные проекты введены в селе Чукурдах, Лайковского улуса, Батагай-Алыта, школа на 275 и 220 мест. Это для города Якутска, может быть, не такие большие объекты, но для районного центра, для Северно-Арктического района это большие проекты. А по строительству объектов в рамках национальных проектов есть ли какие-то определенные требования? По требованиям не всегда есть. У нас разрабатывается проектная документация по каждому проекту. Отрасли дают нам техническое задание, задание на проектирование, каким образом должен быть объект, как он должен быть оснащен, какие требования к нему. И уже проектировщики вместе с заказчиком ведут работу по разработке проекта. Вот бумажная работа, которая должна соответствовать всем нормам и требованиям. Требованиям пожарной безопасности, требованиям санэпидем. В этой части мы работу проводим, госэкспертиза проверяет, насколько все корректно, правильно сделано. И уже после этого проект берется в работу. И время не стоит на месте, мы видим то, что у нас нормативы меняются, где-то у нас увеличиваются требования по пожарной безопасности, меняются требования по санэпидем, где-то у нас идет импортозамещение, ввиду того, что по проекту предусмотрено одно оборудование, ввиду санкционного давления этого оборудования в наличии нет, приходится импортозамещением заниматься, и не всегда, допустим, та же вентиляционная установка в здании, она не всегда по габаритам при импортозамещении подходит. И, соответственно, нам иногда приходится менять габариты помещений и так далее, и так далее. Поэтому здесь работа такая ведется. И это рабочие моменты наших строителей, которые мы по ходу дела решаем. Есть интересные моменты, связанные с особенностями нашей республики. Мы в этом году должны завершить больничный комплекс на 32 койки в селе Хану, и поликлиника на 104 посещений. Здесь поликлиника, больничный комплекс оснащается компьютерным томографом. Транспортная схема, она не позволяет этот компьютерный томограф довести традиционной схемой зимником на автомашине, ввиду того, что это дорогостоящее оборудование и требует особых условий для перевозок. Остается только воздушный путь. Поэтому мы приняли такое решение, нас поддержали в части того, что мы зафрахтовали грузовой самолет для того, чтобы доставить это КТ. Сэкономив, условно, несколько миллионов рублей на доставке, мы просто можем при перевозке потерять это оборудование, которое стоит десятки миллионов рублей, и тем самым поставить под угрозу ввод объекта и
просто потеряем деньги ввиду того, что оборудование просто не доедет, растрясется на дороге и потеряем его. Поэтому вот такие у нас вопросы возникают, но всегда мы находим пути решения и выходим из ситуации. Ну, это хорошо. Скажите, а вот по проекту «Жилье и городская среда» какие программы сейчас реализуются? Ну, основная программа у нас — это переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Да, мы по программе переселения в рамках этой программы должны расселить все аварийное жилье, которое признано аварийным до 1 января 2017 года. Это у нас более 1 100 000 квадратных метров. Это самая большая, еще раз говорю, самая большая программа по всей Российской Федерации. Более 60 000 граждан должны быть переселены. И в этом году мы вот должны ввести более 80 объектов капитального строительства многоквартирных домов, которые строятся практически на территории всей республики. В каждом районе вот у нас строятся дома. Вот такая задача стоит. Но и помимо этого, если говорить про жилье городской среды, это общий показатель, это вот жилья, да, 650 000 квадратных метров мы должны ввести, из них 350 000 многоквартирного жилья и 300 000 индивидуально жилищного. Сегодня по показателям смотрим то, что у нас динамика хорошая, мы на 30% опережаем показатели предыдущего года по вводу жилья. Ну и в целом мы сегодня видим то, что по многоквартирным домам, которые строятся, в том числе по программе переселения, есть хороший задел, чтобы с уверенностью сказать, то, что мы в этом году 650 000 квадратных метров ведем. Это действительно хорошая новость. Скажите, а каким-то, может быть, районам уделяется большее внимание в связи с какими-то определенными условиями размещения территории, климатические обстоятельства? Республика у нас одна, да, здесь, если говорить про жилищное строительство, ту же программу переселения, то у нас вот вне зависимости от того, в каком населенном пункте, да, далеко, близко, да, там, сколько людей живет, какая промышленность и так далее, ну вот экономика, структура экономики. Там, где муниципальное образование отработали, там, где до 1 января 2017 года есть аварийное жилье, оно включено в программу. И у нас более 220 населенных пунктов в программе включено. Да, там есть и маленькие села, да, там то же самое село Ленигорск, Алаиховского улуса, да, там тоже есть. В Нижнеколымском, да, там село Колымское, тоже аварийное жилье есть. Да, много аварийного жилья в Ленске, да, и здесь нет такого, то, что вот мы кому-то больше внимания уделяем, кому-то меньше. То, что касается строительства социальных объектов, у каждого отраслевого министерства есть методика определения очередности. Да, они смотрят текущее состояние. Да, они ветхое, не ветхое, может быть, здание просто уничтожено пожаром, дети учатся в приспособленных помещениях. Поэтому то, что касается жилья, мы строим там, где оно есть. То, что касается объектов социальных, да, там уже отрасли сами по своей методике определяют, где надо в первую очередь строить. Да, поэтому система выстроена так. Но есть отдельные решения, вот тот же мастер-план города Якутска, города Неринги, да, который активно поддерживается федеральным центром, да, и поддержал президент страны. Да, вот. В этой части мы по некоторым позициям смотрим, то, что здесь надо больше внимания уделять для того, чтобы этот мастер-план реализовать. И такая работа проводится. Поэтому отдельных нет, но есть моменты, которые поддерживаются федеральным центром, и мы здесь активно включаемся. Ну и также довольно непростую задачу поставил глава государства Владимир Путин, когда заявил, что до 30 года должны быть переселены жители аварийного ветхого жилищного фонда, которое было признано на 1 сентября 2023 года. Какая работа проводится здесь? В настоящее время глава Республики Саха-Якутия при защите, да, мастер-плана перед президентом страны одной из основных задач поставил по городу Якутску — это улучшение жилищных условий граждан. Да. Мы сами прекрасно понимаем, то, что у нас в городе Якутске достаточное количество еще ветхого аварийного жилья. Да, на сегодняшний день в единой информационной системе реформа ЖКХ, да, там, где мы видим все многоквартирное жилье, которое признано аварийным, после 1 января 2017 года по 1 сентября текущего года 958 многоквартирных домов в системе есть. Это 434 000 квадратных метров. В этой части, да, мы проводим работу по включению их в механизмы КРТ. Да,
тот же КРТ «Спортивный квартал», да, 17-й квартал, там тоже достаточное количество домов уже включено, да, там есть понимание по этапности расселения, да, и сегодня вот ведем работу с федеральным центром для того, чтобы забюджетировать решение этой задачи. Поэтому проблему, понятно, есть, поддержка руководства страны есть, сейчас осталось уже отработать так, чтобы эта проблематика была разложена по мероприятиям, мероприятия были наполнены финансами и, соответственно, будем реализовывать. Но в этой части скажу то, что мы в целом, как строительный комплекс, готовы к решению этой задачи. У нас подготовлены крупные площадки, где мы можем строить жилье и куда же людей переселять. Помимо того, что мы строим жилье, тот же самый квартал «Звездный», да, мы решаем задачи по развитию социальной инфраструктуры. Планируем строительство школ, детских садов. С этим становится более-менее понятно. Скажите, а вот как ведется строительство высшей школы музыки? Потому что было поручено завершить возведение объекта до 2026 года. Как глава республики сказал Арсений Сергеевич Николаев, да, мы готовы к началу реализации этого проекта. Проектно-сметная документация у нас готова, получено положительное заключение экспертизы. Заявка от республики подана, да, надеемся, рассчитываем, что в следующем году мы финансирование получим и начнем реализацию этого проекта с завершением в 2026 году. В целом это 2 трехэтажных здания. Да, первое здание это учебный корпус, да, на 240, и второе это интернат на 150 мест. Ну, также известно, что по проекту здание будет выполнено в форме рояля. Это особые такие моменты, которые наши архитекторы предусмотрели при проектировании данного здания. Павел Павлович, и в завершение нашей с вами беседы, какие планы и задачи стоят перед вашим ведомством сейчас? Успешно завершить все поставленные задачи, которые стоят перед нашим строительным комплексом. Это обеспечить ввод жилья в объеме не менее 650 тысяч квадратных метров, завершить все плановые объекты, которые у нас стоят по вводу жилья и по вводу в этом году. Да, и в целом, чтобы наш строительный комплекс дальше развивался и мог реализовывать те задачи, которые перед ним стоят. Благодарю вас, Павел Павлович, за то, что нашли для нас время. Хочется пожелать Министерству строительства, чтобы работа дальше у вас продолжалась очень эффективно и продуктивно. Спасибо. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.